بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Дорогие братья, Как наше тело питывается едой, водой, также и наше сердце тоже питывается. Чем? Часто очень видишь, многих людей жалуются, всегда вот в сердце нету покоя. Как бы он богатый не был, семья есть, дети есть, машина есть, все нормально, никто не болеет, но жалуется хуже всех, чем самый бедный человек даже больше жалуется. Причина этого что? Вот причины расскажем некоторые, которые человека заставляют так беспокоиться. Аль-Кальб – сердце. Пока в нем эти вещи, которые мы будем упоминать, никогда не узнает, что такое покой. Тот человек, который делает показуху, чтобы люди показуху для чего делают? Чтобы его люди любили. Он никогда до своей цели не доберется. Столько он не старался, чтобы люди были довольны, это цель, которую не достигнет никогда. Чтобы все люди довольны были, это никогда не было никому, пророкам и ни королям. Второй, гордый человек, который любит гордость, он тоже никогда не успокоится. Он всегда хочет унижать всех. Сосед, родственник, друг, он всегда хочет сильнее самый авторитет, гордый быть. А всех не поломает, конечно. Хоть какой бы он борец не был, будет тот сильнее, чем он. Постоянно вот это у него в сердце покой не узнает. Тот человек, который хочет удивлять людей. Что бы ты ни придумал, чтобы удивить людей, в интернете найдешь еще интереснее, чем у тебя. Еще сильнее, еще круче, покруче. Тот тоже покой не найдет. Другой тип, который у него тама, всегда завидует то, что у людей. Ему не хватает то, что у него есть, больше хочет. Тот тоже не узнает покой. А если сердце от этих нрав плохих будет чист, тогда сердце будет отдыхать. Душа будет отдыхать. Он говорит, царь из царей. Не только царь говорит, даже цари перед ним, они как рабы говорят. Потому что какой царь, если он днем устал, работал и ночью спать не может, думает. На дворе ходит туда-сюда, курит, думает. Пашки. Я многих таких встретил. Мать одного хакима рассказывала как раз. Нету, говорит, покой сыну, говорит. Миллиардер он. Целую ночь ходит, говорит, по двору. Курит, думает. Сейчас кто будет мне там подножку поставить, кого надо убрать, кого надо... Вот это покой не узнает, говорит. Имам Джунайд рассказывал, он был, если не путаю, он был как пача, король был, говорит. Хаким был большой. И он этот мир оставил. Начал жить, все оставил спокойно, сам собой начал жить. Он всегда такой радостный, веселый. Хакимы говорили ему, эй, Джунайд, ты все потерял, говорит, все оставил. Откуда тебе эта радость, говорит? Он говорил, говорит, хакимам, если я вам расскажу, откуда у меня это, вы меня будете палками бить, говорит. Дай нам тоже такой шау. Это просто невозможно получать. Это идет дар от Аллаха. Иногда бывают слезы от радости. Аллахи, каждый, наверное, помнит, кто мусульманин, бывает, по временами он Аллахом чисто по душам обращается к Аллаху. И у него слезы течет. Эти слезы не печали. Аллах, эта ночь, он самый радостный ночь, самый веселый ночь для него, когда он заплакал. Почему плачет душа? Почему плачет душа? Вот давайте подумаем. Когда человеку долгое время воду не даешь тело, да? Он чуть не погибает. И ему воду принес, и он от радости плачет. Потому что тело получило то, что хотело, от радости. Наша душа тоже таскает вот это к общению со Всевышним Аллахом.
Когда мы ему редко мало даем, и она от радости, от наслаждения со Всевышним Аллахом, она плачет от радости. Вот это нур от Аллаха. Дай Аллах нам всем такой ризк, я Аллах. Но когда человек вот это наслаждение чувствует от Аллаха, вот это все мирское, это все ему, можно сказать, не стоит ничего. Допустим, человек в жизни работает, дуня, да? Ему 50 килограмм золота дали с работы. Вот, сегодня ты заработал, возьми, отнеси домой. Разве он по пути домой будет чувствовать тяжесть? Он будет потеть, но у него в сердце такой радость будет. Это дуня, вот это золото у него. А в хадисах Пророк саллаллаху алейхи вассалам говорит, кто утренний намаз будет молиться джамаатом, кто 2 раката утренний намаз суннат сделает, это лучше, чем этот мир и все, что в нем. Какой это мешок золота? Человек, который Аллах ему разрешил утром рано встать, когда все спят, он должен радоваться, что Аллах разбудил его это время, когда любит среди своих любящих рабов. Аллахи, он должен благодарить Аллаха. О Аллах, спасибо тебе, что ты меня сделал из тех, кому ты дал разрешение в мечеть идти рано утром. Утренний намаз – это самые близкие люди к Аллаху, только ходят к нему. Если вы увидите человека, который утренний намаз встает, это признак имана. Лицемерие, они не могут вставать на утренний намаз. Лицемерие, они вот 2 намаза, ночной и утренний намаз. Им это очень тяжело. И человек, когда теряет сладость намаза, как намаз что такое? Билал, пророк алейхиссалату вассалам говорил, арихна биха, я Билал, давай вставай, Билал, совершать намаз и дай нам отдых. Они отдыхали намазы, сахабы, пророк саллаллаху алейхи вассалам. Целыми ночами они вставали, но они отдыхали с этим, радовались. Арихна. А сейчас, если мы стоим, когда намаз таким тяжестью, это значит, один из болезней сердца, самый опасный. Мы 3 вещи сейчас будем напоминать. Намазы, он не находит никакой наслаждения. Намаз, она покой. Намаз, это должен успокоить человек. Если он этот покой не чувствует, должен знать, уже у него болезнь, очень болеет. Потом зикр. Аля би зикриллахи татмаиннул кулуб. Аллах говорит, когда зикр делает, сердце им становится хорошо. Мы не чувствуем. Почему мы не чувствуем, что сердце становится хорошо? Потому что мы долгое время не давали. Человек, когда долгое время на машине не ездит, он не умеет ездить. Наслаждаться не может на машине, он потеет. Вот так же бывает. Когда зикр долгое время не делает человек, у него сердце вот не чувствует сладость. Вот. Когда зикр делаешь, наслаждение чувствует, это второй опасный болезнь. Валь Кур'ан. Кур'ан, Аллаху Та'ала говорит, Кур'ан шифа, лечение, Кур'ан баракат, Кур'ан нур, свет, говорит. Когда Кур'ан читаешь, или когда Кур'ан берешь, у тебя никакой ощущения нету, как будто ты азбуку держал. И нету никакого уважения к Кур'ану, не почувствовал, что это Кур'ан, не хочешь посмотреть Кур'ан. Я Аллах, знал бы я читать Кур'ан, знал бы наизусть, нету такого ничего желания. Вот 3 вещи, тогда ты знаешь, ты очень больной человек. Очень опасные болезни, как рак, не дай Аллах. Вот такой сильнейший болезнь. Когда человек, потому что у него это в корнях нету, говорит. Если человеку машина не нравится, он на нем даже ездить не хочет. Жена не нравится, он на нее не хочет смотреть, не хочет. А когда наша религия нам не нравится, какой толк будет от нашей религии, если она в сердце не зашла? Поэтому мы должны искать это сладость в Коране, в зикре. Я позавчера зашел ребятам, увидел, что они смотрят фильм. Там чуть симпатичную женщину показали, там, и все так улыбаются, там, наслаждаются. А где это наслаждение в Коране? Я им сказал, были бы вы так в мечети, когда слушают Коран? Верующие люди, когда им напоминаешь, они говорят, еще, у них больше увеличивается иман. Потому что мы нас самих себе привыкли к этому. Мы не привыкли к зикрам, салаватам, Кураном. Аллах, мы привыкли бы себя на это читать салават. Тот день, который мы просто зря потеряли, мы такой, как будто целый день голодные были, остались, вот так почувствовали по себе. А мы вообще ход не молились, ход дуа делали, не делали, читали Куран, нам уже безразлично. Все беда, вот это наша беда самая. Дай Аллах нам открыть глаза, дай Аллах откроет нашу душу, чтение Курана, зикр и намаза.
والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت